Глава селения Нижняя Саниба Федор Хинчагов показывает место, где должно располагаться футбольное поле. Дня, когда здесь смогут заниматься дети, ждут уже много лет. Еще с большим нетерпением ждут открытия школы, строительство которой затянулось из-за отсутствия финансирования. Деньги были выделены в рамках программы Фонда развития регионов. Этого хватило лишь на то, чтобы построить стены, установить окна и накрыть крышу. Школа в таком состоянии находится с 2008 года. Не достраивается, потому что была программа Юг России по развитию малых населенных пунктов. Вот тогда нас включили в программу, и вот крышу накрыли, и с тех пор вот так стоит. Мы во все сколько раз писали, никаких сдвигов нету. Новая школа рассчитана на 210 мест. Федор Хинчагов говорит, что образовательного учреждения бы хватило на 2 села – Верхнюю и Нижнюю Санибу. Вот смотрите, в Верхней Санибе маленькая школа. Всю жизнь два села были в одной школе. Здесь на 200 мест. Там вот эту школу отдать, сделать детский сад на 2 села. А здесь сделать на 2 села школу. Чтобы достроить школу, нужно 120 миллионов рублей. Эти деньги уже заложены в программу «Юг России» на 2015 год. Осталось лишь подписать ряд документов. Об этом сегодня доложили в Рио главы Северной Осетии. Тамерлан Агузаров провел выездное совещание по школьным долгостроям в селении Саниба. Сумма согласована в объеме примерно 110 миллионов рублей. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о выделении нам этой суммы находится сейчас, проект приказа находится в Минюсте Российской Федерации на согласовании. Мы сегодня созванивались с департаментом Минобра, они пообещали, что в ближайшие дни этот документ уже будет подписан. После этого мы заключим соглашение между правительством нашей республики и Минобром России о выделении этой суммы на завершение строительства. Встречу Тамерлан Агузаров провел в старой санибинской школе. Она уже давно признана аварийной, но ребята продолжают учиться. Выбора особо нет. Некоторые родители возят своих детей во Владикавказ. От такого положения дел в Рио главы негодует и устанавливает сроки. 1 января 2016 года школа должна быть готова. А старую Тамерлан Агузаров предложил отремонтировать и открыть здесь детский сад. Конечно, одна из главных задач для наших детей – это организовать им полноценную учебу. И полноценные условия для того, чтобы, придя 1 сентября в школу, дети могли спокойно, в нормальных, не стесненных, а в нормальных, комфортных условиях учиться. И перед Министерством образования, перед Министерством строительства ставлю задачу, чтобы в ближайшее время вся документация была собрана, все необходимые действия произведены. 1 января 2016 года школа должна быть открыта. Школа в селении Нижняя Саниба не единственный долгострой. В республике 4 общеобразовательных учреждения, которые нужно вводить в эксплуатацию. 1 сентября свои двери откроет 28-я Владикавказская школа. Подрядчики говорили, что выполнить такой объем работы к новому учебному году просто нереально. Однако в Минстрое заверили в обратном. И увиденное только доказывает это. Рабочие трудятся в несколько смен круглые сутки. Уже готова столовая, в учебных классах стелют ламинат и устанавливают батареи. В Рио министр строительства, энергетики и ЖКХ Казбек Ализов говорит, что сдать объект планируют раньше срока. Задачу восприняли все подрядчики с энтузиазмом. Мы добавили здесь субподрядную организацию. И все необходимые мероприятия, которые должны были пройти, здесь проходят в сроки на должном уровне. Ударными темпами работают и на других объектах. К новому учебному году в республике должны успеть достроить еще 2 школы – в Чикале и в поселке Новом. Елена Черенкова, Михаил Безуглов, Осетия ТВ.